Свято-Пантелеймоновский храм находится в Орджоникидзевском районе города Уфы. Прихожане – жители северной части столицы Башкортостана. За 33 года, с того времени, как храм обустроили бывшей водонасосной станции, появились свои традиции. Во дворе построили здание воскресной школы, в которой сейчас более 100 воспитанников. С 2002 года при храме действует православный военно-патриотический клуб «Александр Невский». Но обозначились и проблемы. Необходимо построить спортзал. Ребятам негде заниматься в непогоду. О проблемах настоятель Свято-Пантелеймоновского храма Виктор Иванов рассказал в конце июля 2020 года на встрече главы Башкортостана с ветеранами воздушно-десантных войск. Тогда Ради Хабиров пообещал на месте разобраться в ситуации. Вот я переполошил сегодня, да? Ради Фаридович, добрый день. Владыка. Здравствуйте. Дай Бог, как вы? Да. Молимся, слава Богу. Спасибо. Доброго здоровья. Здравствуйте. Здравствуйте, матушка. Супруга, бухгалтер нашего храма. Очень приятно. А я решил, отец Виктор говорит, что у него здесь есть идея одна, думаю, мы встречались на Дне десантника. Ну, раз обещал, очень рад видеть. Наш главный десантник. Да. Я говорю, вот у нас побольше бы таких людей, и все бы у нас в жизни хорошо было. Дай Бог, будем помогать вам, как только можем. Да, конечно, а мы вам. Да, спасибо вам большое, Да. что вы посетили храм. С удовольствием прям это. Храм в 97 году был открыт. Здесь раньше была водонапорная станция. Да, я читал, переделали, получается. Да. Ага. Потом был меценат Александр Асеев. Вот. Он все здесь облагородил. Вот. Ну, конечно, мы надеялись, что там еще он много чего построит. Но 2 года назад он умер. Вот. И поэтому вот мы сейчас как обездоленные остались. Вот. И в связи с этим как бы вот поднялся вопрос такой о строительстве зала. Вот. Ну, наверное, сначала покажем храм. Давайте храм посмотрим. Да. Потому что люди, которые заходят в храм, они как говорят, у вас как-то уютно, как дома. Камерно, говорит, как все. Я говорю, ну, здесь вот площадка у нас детская. Приходят все, вот, родители просто садятся, и дети весь день вот играют. Люди сами игрушки приносят. Тут территория всегда же открытая, да? Всегда. То есть у нас 8 часов храм закрывается, и потом уже закрываем. Вот. А так люди ходят, детишки играют. Здесь у нас храм в честь целителя Пантелеймона. И есть основная икона. Она была писана на Афоне в 1891 году. Была там же освящена, а владыка в 1998 году на престольный праздник подарил эту икону храму. Здесь вот как раз мощи целителя Пантелеймона есть прям вот звездочка, там частичка мощей. Вот это основная наша икона храма. Ну, вот. Да, действительно, тут такое. Просто, уютно. Да, просто уютно. Ага. Вот обычно в маленьких храмах-то и хочется, чтобы... Прихожан много приходит, нет? Ну, по воскресным дням, по праздникам 300-500 человек бывает. Когда вот, допустим, если Пасха, там около 500 бывает. А вот в обычное воскресенье ходят? Да, ходят. Да? Ну, в основном женщины, молодежь-то ходит? Нет, у нас вот мы порадоваться можем. У нас очень много мужчин ходит и молодых ребят. А зимой тепло? Да. Нормально, да? Нормально. Тут общее, наверное, да, теплоснабжение? Электрическое. А электрическое? Да, мы А вам так выгоднее или что? Нет, газовый бы, конечно. А что не это? Ну, вот, нет, здесь, они, Татья с Виктором, мы обошли территорию пока, у них же есть предложение, вот, да, и если там примем решение, отдельную блочную котельную, и все это с теплом увязать и так далее. Но немножко зимой отец Виктор говорит, что прохладно. Ну, тогда вот я узнал свою. Электричество, во-первых, и дорого же. Дорого, конечно. да. Очень дорого у нас так получается. Да. Если вот газ провести, как бы если спортзал... Да, вот газ, наверное, он вышел тут. Ну, здесь по обеспечению газоснабжения все есть в микрорайоне, да? Это... Здесь был бы вообще здесь вот такое. Это предел святителя Нектария, митрополит Петропольский-Гинский чудотворец. К нему обычно обращаются, вот как раз его иконочка, вот одна, вторая. Когда человек раковым заболеванием заболел, вот к нему за исцелением обращаются. У нас еще, кстати, в главном пределе на иконостасе есть икона Всецарицы, Пресвятой Богородицы. Ей тоже обращаются вот и в таких именно заболеваниях. Мы сегодня
онкоцентр открыли новый корпус. Прям душа радуется. Прям, ну, прям такую мощную поддержку для борьбы с онкологией внесли. Я не знал, что вот отец Нектарий, как вы говорите. Да. Ну, это, сами знаете, что каждому дается по вере его. Да, конечно. Только по конечно, вере. да. Так, ну, наверное, в административное здание. Давайте, а? Его тоже Асеев построил. И там, получается, у нас крестильное помещение, воскресная школа, трапезная, священническая, бухгалтерия, ну и чердак, где мы там все вещи храним. А так вот это ваша территория, да, вот это все? Вот все, что забор, это все наша территория. Да, вон какая сосна такая. Сосны, Потому что здесь раньше была свежие. водонасосная станция. А, и ничего нельзя было. Накопительные резервуары и так далее. И как бы загородили деревьями. Деревья выросли, представляете, этим деревьям, хвойным породам. Вообще так уютно у вас здесь. Да. Ну, Прям как у нас за уют отвечает как раз вот Наталья Владимировна. Очень Вот уютно. она вместе здесь с женщинами, они вот цветы сажают, за газоном следят, вот эти все скамеечки, все, сторожа. Ну, то есть вот она этими людьми руководит, следит прям за этим Нормально. все. Очень здорово, да, очень здорово. Вот здесь у нас трапезная, Ага. все отдельно, здесь, значит, кухня, здесь священнослужители, работники храма. Вот. Ну, в принципе, все обрабатывается хлоркой. То есть, допустим, поели, посуду всю хлорочкой моют, то есть, чтобы никакой заразы не было. А тот, кто-то нуждающийся может прийти покушать, да? Мы стараемся дать с собой. А, то есть, с собой. когда люди приходят, у нас Ага. специальная посуда есть, мы наливаем, баночку закрываем, даем, и люди все, спасибо, уходят. Вот, то есть, такое у нас тоже есть. Ну, вот. Вообще у нас здесь еще в коридоре, вот мы просто сейчас одежду убрали, там у нас вешалки и стеллажи стоят. И люди приносят одежду, мы потом ее разбираем и отдаем малоимущим. Там и детская одежда, и взрослая одежда. Бывает, там по деревням развозят. Специально у нас есть люди, они приезжают в определенное время. Мы им прямо уже готовые пакеты даем, они забирают и сами там уже раздают. То есть вот такая еще деятельность здесь идет. Мы работаем с малообеспеченными семьями там. Вот. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Это наши воспитанники. Садитесь. Вот. Здесь сейчас выставка проходит. Это родственники наших прихожан, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Кто-то погиб, кто-то жив. Ну, вот здесь и священников родственники, есть и наши тоже. И вот эта выставка, она была 5 лет назад, первый раз мы ее организовали, потом выставляли в колледже топливно-энергетическом. Вот, потом опять сюда вернулась, и вот много народу прошло, смотрело. Потому что когда мы ее сами делали, оформляли, вот, состыковали фотографии, текст, ну, до слез было. Потому что читаешь, и настолько вот это, как сказать, реально просто вот входишь в состояние того, что было, вот, ну, тяжело было, честно говоря. Да, вообще здорово. Это вот получается, вот мой дедушка, второй Где? дедушка был. Этот, да? Да, это по отцовской линии дед. Вот, это по материнской линии дед и бабушка. Это вот супруги, дедушка, офицер. Вот, это наш прихожанин был, Гагарин Степан Ефремович, он артиллерист. Вот, несколько лет назад вот умер. Тоже приходил, такой высокий, статный был дедушка. Помню, даже на Преображении 19 августа, у него день рождения был. Он всегда приходил. Похоронен в Польше. Да, а вот у кого такие вот фотографии, значит, ну, вообще Да, всех то не есть осталось. вообще. Но с другой стороны, вот в Польше, получается, могила даже номер есть, да? Да. И вот, ну, я говорю, читаешь, просто за душу берет. Вот эта бабушка, она жива, она в храм приходит, Ольга Гавриловна. Такая вот бабульчика очень замечательная. Я так понимаю, вот эти ребята у вас где-то занимаются, Да, правильно? вот как раз буквально через дом подростковый клуб. И там спортзал. Выйдем, посмотрим. До свидания, ребят. До свидания. Там мы спортзал оборудовали, но получается он 60 квадратов всего. Полуподвальное помещение, мы там турники сделали, маты, все. Все, ну, как сказать, нам нравится. Но по осени, допустим, приходит 40-50 человек на занятия, и 60 квадратов. Что предлагаете? Вот это место как раз получается, вот если
от елочек метр, ну, можно сюда зайти, наверное, метр от елочек отступить, и до бордюров как раз получается 12 метров в ширину. И вот получается от этой скамеечки до желтых цветов. Вот если построить спортзал. Ну, отец Виктор, если там проектом, если вот... Вот, получается, это нам накидали сейчас вот буквально. Вот мы сейчас здесь стоим. Это здание административное. Это в дворовом экземпляре. Вот. Что здесь можно сделать? Нет, отец Виктор, тир же вы хотите? Ну, Не тир, наверное. Не, Тир. внизу. Можно, ну, как сказать, вот желание такое, если я выскажу, а вы решите, можно, нет. Ну, с Если тиром это так удорожать будет, это же туда в землю уходить. цокольный этаж, если. Нет, это котловой. Все равно Просто давайте мы это проработаем, да, по максимуму, там чистопосемку заберем, потом да, услышим тех заданий от вас. Ну, допустим, если был бы цокольный этаж, мы бы там смогли тир для пневматики сделать, ну и строевой там заниматься. А первый этаж – это раздевалки, туалет, допустим, и Не один большой зал. большой зал, в котором ковер и качалка. Если было бы много места, мы бы могли больше молодежи привлечь. Ну и с учетом того, что вот еще плюс 2 кадетских класса и клуб открывают, мы бы могли бы совместные мероприятия проводить здесь, вот именно как соревнования какие-то. То есть это было бы вообще большим делом. Порядок цифр, наверное, пока непонятен, да? Сейчас скажу. Тогда надо вот, ну, раз уж приехали сюда, то точно сделаем. Это я точно говорю. Раз договорились, дай бог сил здоровья, как говорится всем. Не скажу, что прям сейчас, но в течение года-двух мы сделаем. Так это, источник финансирования я буду искать. Посмотрите, типовой проект. Чтобы, глядишь, мы вот сюда воткнем, около другого храма, где-то около мечети воткнем. Потому что сейчас в Уфе места нету. Территория позволяет. Сколько времени нужно? Первое приближение через 10 дней вам все покажут. Через 10 дней. Через день все покажут. Потом я с вами созвонимся, мы там. Давай тогда пометь, тогда Урал будет на связи. Как будет готово, у меня соберемся, покажете. Если вы кивнете, там, город кивнет, и пошло-поехало. Да, дай бог. Да, и когда проектировать, надо сразу вот с этой, не забыть блочную котельную. Это, то есть, ладно, договорились. Спасибо большое. Все, тогда надолго не прощаясь, мы увидимся. Хорошо. Да? Всё. Рафаэльевич, с отцом Виктором Мирон Иванов, Виктор Евгеньевич, вы встречались во время встречи с ВДВшниками? Я с ними раньше встречался. И на мероприятиях 23 февраля, посвящен, я его очень хорошо знаю. И, Заприметили? и всегда говорю, что вот нам бы таких людей вот побольше, и мир был бы прекрасен. Вот. Поэтому, конечно, я его когда еще тогда увидел, думаю, вот таким людям надо помогать. А вот то, что просят здесь построить спортивный объект, это осуществимое? Это тяжело. Вы же знаете, это если бы у нас не было ни коронавируса, ни экономики тоже. Но вот я же тоже не то, что там ляпнул и забыл. Все, мы пришли раз сюда, мы построим его. Напряжемся. До свидания. Напряжемся, потихонечку мы это все и построим. Спасибо. Ради Фаридович. Спасибо большое. Дай бог. Спасибо за помощь. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Да. Помогите спасти отцу бухгалтерские дачи, пожалуйста. Сейчас, давайте я посмотрю. А телефон есть, да? Да. Я точно говорю, я вникну, но ничего обещать не буду. Ладно? Давайте я вникну. Да. Урал, ты сразу сам разберись, мне доложил. Ага. Рафаэльевич, а ведь к вам достаточно часто так подходят, вот неожиданно. Ну, как, честно говоря, мне это не нравится. Почему? Потому что это значит, где-то мои коллеги, главы муниципалитетов не дорабатывают. Раз люди прорываются ко мне таким образом, значит, где-то там они не нашли понимания. Потому что иногда можно и отказать, но можно и отказать так, чтобы человек понял, что иногда есть вещи, которые мы не можем сделать. Раз.
октябре 2018 года 7-летняя спортсменка из Уфы Даша Крутько на одном из соревнований попросила президента России Владимира Путина построить в столице Башкортостана центр для занятий гимнастикой. В августе 2020 года работы на площадке центра кипят. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую. Каски, Давайте. Ага. генеральный подрядчик Да, я понял. Приветствую. Марат Максимович и Дмитрий Маратович. Картинку посмотрим, да? Вы когда вышли на площадку? На площадку переустройства гаражей приступили в январе этого года. В январе этого года ага. большое количество гаражей здесь было. Сколько гаражей вы брали? Вообще 770, Ужас. 770, да. То есть ситуация была такая, что с жильцами, спасибо району, городу, очень сильно помогли, оперативно сработали. Вот. Но из-за этого небольшая задержка была. Сейчас на данный момент как бы вырваны из графики, практически работают две смены до упора. Вот. Ну, в целом объект, что из себя представляет, большой комплекс с гимнастическим залом, с большим. Я знаю, я его изучал еще тогда. Вот, в настоящий момент генподрядчик активно ведет работы, монтирует металлоконструкции. Когда хотите завершить? По графику у нас октябрь 2021 года. Октябрь В 21. этом году стоит задача полностью сделать каркас, укупорить, подать тепло и зайти в зиму с отделкой. Ну да, чтобы уже осенью. То есть в следующем году осенью сдаем, да? Да. Для нас это главная задача, мы ее исполним. Сколько здесь квадратных метров будет? Всего? 8,5 тысяч 8,5 тысяч, да? площадь. А железо где берете, кстати? Железо где берете? А вот стоит исполнитель в Чешмах, делаем, да, Чешмак? наше чешминское предприятие. Вот мы им отдали полностью с производством и с монтажом. Вот стоит директор фирмы. Я понял, ага. То есть сами фермы, колонны сами Они варят, все сами делают, вот там да, строят, да? атмосферу. Сами делают, завозят. Вот они уже первые фермы завезли, в понедельник эту ферму сварят и То есть устанавливают. и пропитка сразу, все Всё, да. вопросы, да? Да, всё по Ну, это правильно подходит. Кирпич, дифтюлинский А тут кирпич фасад наш. штукатурка будет, да? Потом штукатурка и краска, да? Керамогранит. Керамогранит. Фасад, витражи, керамогранит. То есть, в современном исполнении. Железобетон тоже нашего производства, Кабаковский. То есть все практически нашего производства. Башкирского. А вот эти сломанные трубы, это что это такое? Вот? Или это временки, вот 3 трубы вот эти? Бывшие опоры. Бывшие опоры. Бывшие. Но их, наверное, уберут, да? Уберут, конечно, Да, да. потому что... В целом, как бы, задача стоит максимально, как Николай говорит, уйти в зиму, подать тепло и делать перспективу. В настоящий момент вот эта большая зона, где колонны, это спортзал. Там идет здание переменной этажности 4 этажа, гостиница. То есть в том краю. Мы туда, наверное, не пойдем, поэтому как бы визуально здесь понятно. Вот. В принципе, по людям, я так понимаю, там порядка 90, 60, 90, да? От 80 до 95 в среднем. Сколько сейчас по нормативу необходимо, чтобы люди работали? То есть графики. Бетона осталось нам 1400 кубов принять полностью на все, на весь каркас. Практически ежедневно по 60 кубов, по-моему, принимает. Да. То есть тут проблем нет. Октябрь 21 года, получается, да? Да. Октябрь 21. Ну, отлично. Погода, слава богу, как бы позволяет. Ладно, спасибо. Спасибо, молодцы. Спасибо. С праздником наступающим. Праздник. Спасибо. Праздник. Комплексное благоустройство дворовых территорий. В последний год этот термин стал уже привычным для жителей региона. Хорошие детские площадки, ухоженные дворы, скверы и газоны – все потихоньку становится реальностью. Глава Башкортостана Ради Хабиров на одном из таких объектов во дворовой территории на пересечении улиц Юрия Гагарина и набережной реки Уфы.
По программе «Башкирские дворики» Ага. выполняется благоустройство двора. Ага. Общая площадь двора 24 тысячи квадратных метров. Здравствуйте. В рамках благоустройства мы 18 тысяч квадратных метров сделали новое асфальтобетонное покрытие с уширением везде. Также подлежат засеяны, ну, то есть озеленение будет. А что здесь раньше было? Вот что здесь было? Здесь был пустырь. Серьезно? Пустырь? Да. Есть вход, да? Да, мы вот до начала ремонта фотографировали. Много таких дворов Песепала? 3 группы. 3 группы дворов идет. Ну, получается, домов у нас 31 всего на район. Здесь идет этот двор на набережной и на Бигбай у нас дом идет. В целом, вот картина до того, что было, это вот Это вот что-то... Это вот там была футбольная площадка заасфальтированная, ага, да. ага. И вот больше ничего не было. Это вот с той камеры на том доме было. Ага, ага. Ну и здесь, помните, мы вот в том году очень проблематично заходили с этим детским садиком же. А вот это вот, да? Да. И, в принципе, вот жители очень довольны, потому что сегодня полностью реновировали всю территорию. Вот, как было сказано, 18 тысяч квадратов асфальта. Мы сейчас устанавливаем новое освещение. Сколько парковок вы здесь нарезали? Вот на сколько парковочных мест примерно? Парковочных мест здесь больше 500 точно. Да, ну да нет. Тут, Нет, здесь двор большой, он охватывает вон те дома это тоже, вот все, это вот вы, это все один проект, да? Это один комплексный подход, Рафаэль. Ну да. Здесь. И потом еще комплексный подход. В чем? И снутри, и, значит, со стороны красных линий. То есть, поэтому вот и она и так и получается. То есть вот на этот дом, вот на тот дом, на тот дом, получается. 3 да? детских площадки в каждом дворе, плюс еще детский сад, то есть замкнуто все, и прекрасно. И один раз пошумели, сделали, и... А с людьми советовались, да? Вот Да, как? конечно, несколько раз обсуждали. Ну, нормально да. они как? смотришь? Проекты корректировались мы уже по ходу, то есть замечания жителей мы все А постарались спортивная учесть. здесь есть площадка? Есть. Вот. Спортивная вот Нет, один нет, а вот воркаут. типа футбол, мини-футбол, там нет такого? Такого нет, не предусматривали. Ну, Рафаэль, вот здесь вот 1400 квартир, 3500 жителей примерно. Мгм. То есть вот эти все 5 домов они охватывают. Но они сами выбирали, что они хотят. Основной у них была прогулочная зона по периметру. Мы вот вокруг детского А сада что вот здесь взяли. вот я людей не понимаю, вот здесь вот поставить волейбольный мини-футбол, не хотят они? Здесь очень много инженерных сетей А проходит. зачем? А для поэтому этого что? Разве нельзя асфальт просто на это бросить? Нет? У нас предусмотрено же травмобезопасное покрытие, резинка. Нет, Это я уже- понял. Спортивного не хватает просто. А там вот я вижу, вот это что вот эти, ну, красные треугольники, это детская площадка такая же, да? Да, это вот в том. оно Это уже другое, да? Мы планировали в ту сторону пройти. Ну пойдем. Ну, газон посеете, как положено. Да, везде будет засеян Завезете газон. землю. Мы посадим сюда саженцев крупномеров. Все будет аккуратненько, красиво. Здравствуйте. Заканчивают как раз ограждение. Завтра заходят сюда с резиновым покрытием. И, в общем-то, этот объект у нас сдастся 15 числа. Соответственно, на следующей неделе у нас полностью... А как вы успеете? Вот вас что, сажать тут надо? Засеем, то есть завтра у нас предусмотрены завоз чернозема, после чего тут же будет засеяно. А разметку будете делать? Разметку тоже сделаем, да? Ну, разметка предусмотрена, же, наверное, да, Сережа? Да. А вот это вот тоже сюда, или это уже... Вон детская площадка. Это тоже детская площадка. Тоже. 1, 2, 3, 4. Ух ты. Ну, так цивилизованный вид, да, вот начинает. Вот, И такой затопченный этот. ага. И сегодня Тут деревья надо вот так посадить. Вот. Просто. Ну что, намучились? Здравствуйте. Здравствуйте. Когда сдаете? Сентябрем. Сентябрем сдаете, да? Тут практически физика На сколько закончена. человек здесь? На сколько детей? 215 мест. Большой, да? Большой садик, да. Мгм. В принципе, практически все работы выполнены. Мгм. Сейчас заканчивают благоустройство. Мгм. Оборудование отторговано. Инициируем поставку оборудования, Мгм. монтаж. Часть позиций уже Мгм. здесь на базе, на складе. Вот. Ну, со стройнадзором отработали. Сегодня стройнадзор выдал замечания. Сейчас отрабатываем по этим замечаниям. Вот. Ну, август месяц, наверное, вот это дело все отрегулируем и будем запускаться в сентябре месяце.
Тут уже запись еще нет, не начали запись. Это Запись. Не услышал. Запись начали? Нет? Здесь, да, мы уже заведующего назначили. Ну, запись Мы есть уже уже? работаем, да. Все уже, да, наверное, да, да. все Формируем уже, списки, да. все уже, наверное, Уже очередь? Ну, я говорю, очень красиво. даже в том садике, который на набережной, то, что Балтского, тоже же заведующий есть. Ну, уже тоже. да, да. Всё, там уже народ ждет. Сипайло, получается, 2 садика, да? 3. А, 3 еще. В этом году строим Сипайло 1, там дальше Сипайло 2 и Балтского 3. 3 садика. 3 садика. А дворов сколько вот таких? Здесь 3 мы делаем. 3 двора, 3 да? вот таких крупные, да. А, То есть там еще один дом, следующий двор на набережной 11 есть домов. Здесь 5, а там 11. Но там девятиэтажки, там по населению не гораздо больше. И один еще у нас на Бигбае Гагарина. ладно. У нас новых здесь 26 опор и 46 светоточек по всему периметру. То есть вот это все освещенное будет? Да, то здесь есть это- полностью все будет да, освещено, хорошо, света будет много. Сейчас жители, вот пока не установлено, вот как раз подходили ко мне сегодня, спрашивали, когда уже установят потому свет. что, Да, ну, да, да. темно, да. Вот. Ну, до 1 сентября надо установить, чтобы дети когда в школу. А школа где здесь? Куда они ходят? А вот туда Через ходят, дорогу да? вот, проезжали. Ну, если вот отсюда выйти, через дорогу. Да, сейчас въезжать будете, она прям через дорогу. Ну, народ доволен, то, что мы расширяем проезды, организуем парковки и так далее, освещенность меняем, восстанавливаем, меняем все это. Поэтому народ доволен и нормальная реакция, нормальная. Это. В обсуждениях участвуют жители Сипайлова, они очень активно реагируют. Ну да. А вот вы мафы где берете вот эти? Здесь все производство Башкирия. Вот Точно, эта да? цитадель, да, оно Точно? вошедшее в список МинЖКХ, который А, утверждал. понятно. А эта цитадель где она? В Уфе, в Нефтекамске? Башкирия. Не знаете где? Сейчас не скажу. Сколько. Ну ладно, поехали. Да, спасибо. Спасибо. Везде, вот заметили, да, такое, что это занижение, безбарьерная среда и так далее. Здесь это четко соблюдается. То, что в прошлом году мы, когда начинали работать, были такие моменты, но сегодня уже и Уже научились, да? Да, и заказчики И понимают. деревьев надо посадить сюда. Ну вот аккуратно, ровно. Не вот эти маленькие, когда будет сажать. У нас предусмотрено здесь определенное количество крупномеров именно, Ага. то есть они будут рассажены по периметру. Ага. И с управляющей компанией вот здесь вот у нас остается территория такая. Мы здесь на следующий год, они уже с их помощью будем делать территорию сквера. Просто А, прям вот здесь с вот, дорожками, да, прям отдельный зеленый пятачок. А пока будет просто внутри. засеете? Пока или? просто под газон. Ага, да. Ну, чтобы уже законченный вид был. Я сюда еще раз приеду посмотреть, ладно? Радик Фаридович, с появлением программы «Башкирские дворики» в нашей республике, ну, можно сказать, возникла целая культура особых детских площадок с резиновым покрытием. Ну вот, честно говоря, это удивительно. Вроде в селе где-то, в городе в крупном. Вот почему эта программа вообще? Ну как почему? Вот мы должны благоустроить, преобразить все дворы. Это неотъемлемая часть жизни. Это же окружающая среда человек. Человек же не только в квартиру себя сеет, он и на улице выходит, дети играют на улице. Поэтому и детские площадки, и спортивные площадки. Поэтому такая большая программа. Мы будем идти дальше по ней.